досвіду на Шатилинском острове. Свое выступление, когда я его рихтовал, я так разбил на несколько связанных между собой частях. Первая из которых, конечно, мусит быть такая частка ушановальная, скажем. Ну, не для одной только мемории, але для того, чтобы сказать на питание, чему это у молодым, у двух гостях, менавіта Светлогорску, эдакая тяга до давнины, до своей историчной спадщины. Сегодняшний стан, коли у нас и начальство разумеет, что это все треба, и оказывает певную подтримку необходную, сегодняшний стан, и он, конечно, является выником высілків наших попередников. Вот кольки часу назад я копировал артикул Прача о огнях коммунизма, где еще 1982 год была вызначена межа поміж Шатилковскими и Чирковицкими землями. Эта информация совсем не состарела. Мы, конечно, повинны отдать належное тем справам, тем виникам, які досягнув Ярослав Григорьевич Котляров, дякуючи кому ось помник Шатиль. Я со своего боку пригадаю, конечно, Наталью Миколаївну Дубицкую, яка обследовала Светлогорский район, шмат тут працювала, у тим ліку і займалася попередніми вивідками в городе Казимире, Королевской Слободе, и на Шатилках. Разумеете, тут это было некое такое певное проектование. Конечно, треба, но я тут не хочу хвалить своих сябров, так в очі. Конечно, треба отдать належне господарам Маслюкову и Романцову. И они такие хитруны. Я археологию кинул и не збирався їй більш ніколи займатися. Займався собі античною історією, писав книжки, які там користалися про скіфів, які користалися певною популярністю, ті ось про славян, скажем. І мені Маслюков пропонував, ну, їх була така змова з Романцовим, як потім я здогадався, виманить мене в Светлогорск, как так меня використати як некого такого полявничого собаку, как я его знайшов, где был Казимир. Потом, где были Шатилки старые. Ну, что удалось, то удалось. Но все, что называется, боская была воля. И вельми тяжко починалися перші розкопки на тим же Казимире. Вот Вадим Иванович пам'ятає, як це все було, як нас Соколовський привез. Пам'ятає, конечно, и Геннадий Николаевич Резновокий, те тяжкости, з якими ми сутикалися. Вот, и 4 года тому на Казимире, и в минувшем году на Шатилках. Я хотел означить специально наступное, что с задовольнением отособляю себе с таким певным коллективом однодумцев. Вот. Это, конечно, наш огульный виник. Вельми добре, что до этого коллектива долучились молодые люди, наши магистранты, наши студенты нашего колледжа, наши наученцы з 10-ї школи, їх наставниці зараз тут присутнічі. Вот. Тому і відбулося гедок. Вот. Сезон, який завершився сьогодні, протекав так добре, без зривів, гладко. Ну,
паросткам лечить реконструкцию, то вот зерня это мусить думка такая, говорится, у кіраўніцтва, что это треба. У нас эта думка была ранее. Ну, это картинка с моей первой справоздачи в раскопках шатилок. Помнік Шатілі, який з'явився ввогуле ранее открытия Шатилинского острова. Ну, это было такое предчування, передбачення, Шебяли там видав привілей Ждану комусь з Манкевичем, аж до нас это в стагоді, это было такое предчування, что тут повинно быть старожитно русский комплекс. И он там и оказался. Как у нас был возраст не меньше шановно, чем в Гомеле, так само до старожитно-русского часа мы належим. Королевского дарования Жигмунта Августа 1560 год Ждану Манкевичу по Шатиле, по житті Шатилы, а дошел наш Шатилинский остров до Ждана Манкевича, як ми розуміли. Ну, тут трохи разнобой йде. Так, компьютер подає нам інформацію. Ну, королевский статус нашего поселища вот засвідчений этой самой завышницей, разумеете, Карл I Стюарт. И не ведаю, кто носил Ждан, Тироман, они такую завышницу не знайшли. Раскопки Шатилинского острова, все монеты историчные, які укладаються в межі 16-го до початку. Розная земля дала отказ, вот коли побычатые две монеты 1775 года, двухкопеечные, великие были. Вот сегодня такая верхняя хронологичная межа. Вот материал Шатилинского острова. Материал вельми разностайный. Я неколи робил эту таблицу. Зверните увагу. Костяная прилада, кочедик, она есть уже на витрине, для плетения лаптей с одного боку. Так? С другого боку мергелевая чернильница. Разумеете, такая прилада для письма, для письменного человека. А с одного боку оселок, как косу точить, а с другого боку ржовые эти пистолетные кремни, куля свинцовая. Значит, вот лад життя тут така складана. Уже по першим розкопкам було зрозуміло, неодностайне. З одного боку мирне життя земляроба, з другої зовсім інакше життя воїна. Ну, так і в історичному документі сказано. Шатило повинен был за это, пожалуй, за свое держание, за свой маёнток нести конную мусить войсковую службу. Подкаемцами были Манкевичи, які мусили служить так само при Чечерским замку. Ну, я далее скажу про некие ще історичні документи, але життя не складається з одного сумного. Тут, що називається, заглядав на свойника і в наше оконце. Тут оконицы, бачите, разностайное круглое шкло, прямоугольное шкло, ну и шкло такого кшталту тарного и столового. Ну, вельми шмат рыльцев от бутелек, часто от штофов, ну вот гэтые скляницы, ну просто шклянки. Я не думаю, что Манкевичи пили из их мультивитаминный сок. Ну, мысль вельми такая сбойка важная, много материалов. Вот гэтая скроневое кольца, одно за волосы так чіплялося, некий аналог заушницы, или без нанесения себе некой шкоды. Вот, датировка вельми такая ранняя,
этого предмета, якая досягае першых веков сярэднявечча, 6, 7. Яшчэ больш раннюю датыроўку мае вот гэта шпілька. Мабыць, мяжа 4 и 5 стагоддзяў до нашай эры, раннеславянскі час. Ёсць згадка в 1560-м, ёсць археалагічныя матэрыялы на Шацірынскім востраве, якія дасягаюць вялікай глыбіні гістарычнай глыбіні. А між імі, каб показаць такую поле мультикультурность нашего поселища, нашего острова, наших шатилок и врешті нашего Светлогорска. Эдакая еще речь с хабрэйскими литерами. Это так званый савівон, такая прилада для гульни святочной на Новый год. Сугубо такая зовсім певная габрэйская речь, но это речь универсальные обувные подковы, так что нехай никто не обуває у нас в лапте, потому что скромный обуток уживался, и вот сегодня трапился в той ямце, так Геннадий Николаевич кавалок скуры, такую мусить отботать, такую обутку. И массовой знаходкой з'являються кованые на 4 боки цвяхи, самые разностайные. Массовая, можно сказать, знаходка прилада разных модификаций ножи. У гэтым годзе чамусьці нема урожаю на ножи, але у минулые годы можно бачить. Нават складны такі з касцянымі накладкамі быў, гэта чарашковы нож, нож на заклёпках, зноў чарашковыя, з абойміцамі на драўляную ручку. Все гэтыя чаранкі, разумееце, это другая палова 16-го, рубеж 16-17 стагоддзяў. То есть яны такі вельмі настойны ўзрост маюць. Металлургия, мы дойдем до этого старожитного часу, дозволяла користатися широко железними приладами, добре видали продки, технологию и користались. Я уже говорил неодноразово, что чомусь пан Бог распорядился это. Сегодняшний промысловый Светлогорск мае своим историчным таким корані металургічную, промысловую вытворчасць. Был развал печки Дамницы, у якой наши продки славяне жужелю з болотної руди выплавляли гэты металл, які оседал крыцами. Потом крыцы проковывались, и атрымоўвалася вельмі якаснае железо. Но как досягнуть высокой температуры, уживались такие переходники от скураного меху до этой раскаленной печи, сопла. Такий доказ існування металлургии безумовно. Это все представлено у нас есть в экспозиции нашего музея. Это ранний взрост засвечено знову же так званими прасілками с широкими оттулинами. Ранний славянский час, безумовно, никто спрощаться не будет. Крыху есть кафли. Это первые и другие раскопки, крыху есть кафли. Але, конечно, те кавалки, якія трапляюцца на Шацірынскім острове, ні в коім разе не могуць параўноўвацца з кафлянай разнастайнасцю, якая ёсць на Казіміре. З другого боку у нас есть рэшткі этих глинобитных печаў у выглядзе купаў той глины перапаленай и так далее. Хлопцы ведаюць тому, что яшчэ учора з гэтымі печамі там неяк
боролися. Ну от, знову ж, в житті повинно бути місце для жарту, але я не жартую. Тут, що називається, поглядите, от эта речь в натуре, а это Владимир Семенович в гриме до фильма «Як царь Петр раба женил». Ну, я тут не комментую, потому что все бачно. Як же такое могло отбыться, не ведаю. Это была некая застежка идти на шкатулку, идти на книгу. Вот рожки это не чертик, это такие штифты. Мы заходили у стенку, там, массовались это некогда, то есть я безрожка Высоцкий. Ну, до этой шкатулки мы относим вот этот ключ такие мастацкой работы. Ну и вот далее снова же выглядит жарту, такие коллаж составлены. Ну, на монету Анны Ивановны можно не глядеть. Это позвонок сама. Это Геннадий Николаевич там налечил там 20 годов, мусить это самое, ну, по этих годовых кольцах. А это старожитно-русская пряселка. Справа в том, что в 1240 году хан Батый и монголы разбурили не только Киев, но и Овруч, Вручі тогочасні. І витворчість шиферних пряселок, які розповсюджувалися по всій Русі, до цього году перепиняється. І гандлі так само. Наявність цього пряселка, як ви по формі, і по кольору, на позвонок вельми подобное, наявність цього пряселка для нас вельми важна. Я подкреслюю, шановне господарство, Балахна, российская город, так, свой взрост, старожитно-русский, тримає на знаходці одного такого пряселка. Так? Но ми ж так само ж не рижі, коли у нас є ця пряселка, так чим горше за Балахну. Обміркування, яке відбулося на минулому тижні в цих же стінах, говорка йшла як фурнітура, така столярна, там, будівнича, яка бачна оку, так? Как она была аутентичной. Ну, имела подобенство с часами поведали 16-17 веков, как пробой был выконан коварем, там, как человек не бачил алюминиевого, там, шурупа, там, в этой реконструкции. Ну, вот узоры Калиласка тоже можно робить, это тримается. Потом новогодние раскопки, уже звычайная майориковая керамика, ручечки этих рынков, вот кавалки с клейнами, типы нашей посуды 16-17 столетия. Крыху заладят нечто 18, или вот этой белой расписной керамики тут нема. Вот на скрайку это мы знайшли, наша керамика грубая, толстая, якая траплялась, якая траплялась в этих раскопках. Ну, яна вельми адрозніваецца ад той, якую мы толькі што бачылі, тому што мае значна большы ўзрост. Ну, я такую думку падкрэслю і выказваў. Вот гэта часть Шацірінскага острова, калі яны існавалі в адзінкавых экземплярах этой Манкевича. Ну, была одна сям'я. Разумеете, вот перед самым отъездом в воду, ну вот, хлопцы говорили, что можно собрать целый штоф с наших находок, уже траплялась экспедицию. Я знайшов, один документ в уголе шикованный, это спис жихарів города Казимира, поставлен на середину 17 столетия, когда этот город еще иснувал. Да? И другой документ, это згадка, что такое Шатилкино, конец 17 столетия, после этой разбуральной войны. Всего 4 семьи, 3 селянские, ну и одна пана Манкевича с актом королевским, який орендовал землю, его не было земли своей, и он орендовал землю, платил за это чин,
вогуле феодальную повинность виконував. Это был земляроб, воин, але земляроб. Так вот, эта частка колесного решетилки, до Емельянова сына уключно, Шатилинский остров. А потім мені удалося зробити демографічний вибух. Ну, я ж нічого не видумляю, розумієте? І тоді їм, звісно, на батьковій садибі вже стало тесно. І з этого часу починаються, я лечу, шатилки, коли вони перебираються в масі уже на этой улице и утворяется то, что мы врешті-решт, то, что мы бачим сегодня. И что это дает, эта информация? Разумеете, коли оторвать от человека, ну, на вот ту люльку, там, ручку эту шкодную, там, это битый келих, ну, битое шкло, ну, и оно и есть битое шкло, разумеете? А коли это вот так же размерковать где-то Манкевичу, Ждана Манкевича, сейчас это Василя Манкевича и так далее, это все, это речи, они инакше выглядают. Вот мне просто так осенила сегодня думка, что у Шатилы на нозе такая шпора, як позавчора ми знайшли. Так, Саша? Остров, там, и холера их прибирает, и шатилки, весок тысячи были эдаких. Подумали, что там 4 двора. Вот. Есть тут чего город городить. Ну, это вам, светлогорцам, это нормальному человеку, это все и без подряда сдается. Але, разумеете, вот не дарма ж подкреслено было. Остров Шатилинский на реке на Березине нашли на тракте Горвардским. И крыху позднее у Шатилках миновито возникая мытный страж, ну, такие мытный пост. Значит, поселище было не просто таким обычаем. Я так думаю, что оно виконувало роль некого оперища, некой базы гандлю на этом державном, до речі, шляху, який вел вот в Горваль. Горловським замку, який, до речі, був розбурений практично одночасово з Казимиром в середині 17 століття. Ну, уявите себе, рухався обоз, шли эти возы, и под вечер люди мусили там где спыниться, где можно там накормить коней, там набрать воды, ну хоть под плотом, под огорожей, але коли жиля переночевать, разумеете? Вот до замка, конечно, Шатила не дотягивал, а вот такая умацеванная садиба, это речь реальная. Вот тут проглядается некая такая функция нашего, ну, Светлогорска, коли завгодно, але значно больше виник мусить мело тое, что еще в 1638 году в Шатилках был заснований костел, перший костел, який проіснував, ви ведаєте, ну, практично до теперішніх часов, і спадкоємцем прямим якого з'являється одноіменний костел Вознесення Святого Крижа, от, настоятель якого отець Тадеуш зараз у нас тут присутничає. Конечно, з з'явленням костела Шатилки стали центром певної парафії, зрозуміло. І тут сполучилося економічне, там некое административное значение и значение духовное. И тому вот эта отметность, какая вылучала это поселище, и она тягнется с вельми давних часов. Ну вот задавались мы таким питанням, ну а чому вот эту ТЕС було не збудувати, ну, некої іншої вёски на вибор? Чому менавіта тут? Ну вот неяк было отмечено лесом, мусить
шатилкам ператварыцца в Светлагорск. І тут, калі мы звяртаемся до этой вот нашей истории письмовой, до истории материальной культуры, мы весь час атрымоўваем нейкія сведчанні. Яны невялікія, там, выпадковые, дробненькие, але это все лепится одно до другого, разумеете? Вот это и пятнистый олень там был, и расписная эта керамика, и там и пятое, и десятое, разумеете, но некая незвычайность тут яна адчуваецца. Я даволі добра разумею, что это помнік уже, эта незвычайность адчуваецца. Это я уже шкадую, что повыкидали снова все эти осколки от снарядов. Может, треба было пару штук оставить и просто опубликовать, потому что вот это Якимова Слобода, народный мастак Василь Коваль позбирал на своем огороде рештки чугунных бомбов 1812 года. Ну, это докладно эдакой кавалком осколков эдакой, докладно эдакой бомбы. В романе «Война и мир» был пораненный, смертельно пораненный Андрей Волконский, разумеете. Спробовали, что называется, недоброзичливцы знищить по-разному и свои, и чужие, знищить это наши шатилки, разумеете, и храм разбурили, свитера знищили, что в Сибири, але все равно все есть. Все равно все есть, и есть эти раскопки, ну, тут девичьи особо могут себя, конечно, легко познать. На по хімічному складі это містове наше шкло не вельми якісне, а технологія каталонська, першої полови 17 століття. Жив майстер, який виконував, ну, складану, як говориться, працю, мог робити добрі речі, тому що в Новоколлі, тому не дивно, що в Новоколлі досить шмат шкла, самого разнокалиберного, вот некая такая шкляная частка, ну, мы уже трубочки, это наши. Это 1852 года, и можно зараз запевнено говорить, коли наш культурный слой там порушався. Вот, ну, перекопы датуется, это так само археология. Вот монеты, про які я казав, 1775 года. Речь гребеночка с частыми, с больш буйными такими зубцами. Для чого этот гребешок використовувався, ну, треба, що називається, ще подумати. Тут можна, конечно, визначитися, но таких речей ранее не было у нас. Гузик бронзовый, колечко, копейки, прошу прощения, зараз я нагортаю. Тут ножка, это грибочка так завальцована, виконана з металла, корпус. Тут были цвяки, які до абцаса її примацовували, а тут зміщалася зорочка, ну, з такими шипами, які і використовувалися, як підштовхувати коня. Ну, вельми шмат косток, вельми шмат, в этом году икла дика. Ну вот до старожитно-русского часу относится вот этот пинцет. Вот. Остальные железные речи больше поздние, такие лопаточки подобные. Пинцет, он в раннеславянскую эпоху исновал, уже его до старожитно-русского ножу. Мышка медная и бронзовая, але со следами сребра. Там нейкая клеймо есть, ну, треба разбираться. Треба разбираться. Навіть наші недоброзичливці зараз не відмовляють ні Казиміра, ні Шатилинського острова. І вони іншу тактику зараз використовують. Мені одна мадам від науки что сказала: ну ты учти, Казимир — это малый город,
это не Полоцкий, даже не Орш, я говорю, знаешь, дорогая, хватит нам и малого города с магдебургским правом, знаешь. Ну, я так про себя подумал, мы свой город уже нашли теперь, вы знаете, неведомый город. То же самое и Шатилинский остров. Коллекция настолько представничая, что ніяк адмаўляць, ставить под сумнів этой датировки, які шматкратно подтверждаются, уже не ризикне никто. Это стало фактом, наукового життя, але може більш важно, что это стало фактом життя громадського. Это уже адсорбировалось в свідомості світлогорців. Малые вот эти самые наши детки ведают, что Светлогорску не 45 год, а значно больше, что он існує вот аж с ранних часов, с часов Великого княжества, отец не с часов Киевской Руси. Я подкрепляю, это стало фактом. Больше важно, может, что вот мы ніяк научилися вже распоряжаться своей историчной спадщиной. И вот два таких процесса накированы в один и той же Бог. В один и той же Бог. Вот хлопцы наши, студенты на каникулах приходят працевать на волонтерской основе. И тяжкая праца на этой спекоте, громадскость рухається в это самый Бог, що і керівництво. Розумієте, ці проєкти не мають підтримку і губернатора Капсона, віце-губернатора Перштука, і голови району Максименки. Вот, это ж факт. Разумеете, вот 4-я экспедиция на Казимире рихтуется. Решение официальное виконкому, заказчику, початку праці над обновлением Шатилинского острова, той самой реконструкции. Ну, это первое. Другое. Тут справа не в том, что мне так сумно завершать раскопки Шатилинского острова, я так уже прирос душой и сердцем, разумеете. Справа не в этом. Я б не став гвалтить помник, коли уже все, разумеете, уже, что называется, кина не будет, до свидания. Тут не в моих, что называется, это звичаях. Цілком натурально поставить мы эту такое. А что было после того, вот, как яны переехали, разумеете? Коли відбулося шмат синов, вот як яны почали жить на этих самых шатилках на улицах, які і зараз існують. Розумієте, забить раскоп там, закласть где-то там на городе, попасть там на некий чистый хлеб, розумієте, это одно. Коли мы плануем в этом году доследовать рештки церкви на Казимире, так, то просто немагчыма в наступным году не запланировать некие розшуки решток нашего костела. Это первая архитектурная вядомая забудова на территории, побудова на территории района. Это же безумовно, это не потому, что я чего-то хочу ці ні, это факт. Тут свои загадки, чомусь вот специалистка по иезуитам на Беларуси стверджає, що некий пан Солятівський з України був фундатором нашого костюла. До речі, на слайді костюла там, я лечу, слушно написано Петр III, знаю, не Петр Солятівський. Там, я думаю, так, что поблытала я на Шатиловский костюл с одним под Кременцарного на Заходней Украине. Так вот, цілком натуральним з'являється наступний проєкт зробити розкоп на цвинтари, на шатилках каля могилок, з метою знайти некие рештки вот, першого костюла 17 століття.
Конечно, коли костюмы будут археологичные, вот это наши артефакты, та ж самая кераміка там, і так далі, порівняти, якого зросту, там, от, проверить меркование, вот какие зараз існують, это такое совсем натуральное продолжение этих трехгодовых доследований. Ну, это и мое меркование, и моя пропанова. Ну, я дякую не тільки за увагу, за підтримку, моральную и непосредственную підтримку. Дякую, я на этом спинюся. Коли есть некие питания, то я с удовольствием попробую отказать. Еще у меня такое ощущение сложилось, что нам одного археологического ряда, наверное, будет мало. Потом, конечно, благодаря вот этим находкам коллекция нашего музея, археологическая коллекция нашего музея, конечно же, пополнилась. У нас появились новые интересные предметы, и у нас появился очень интересный предмет разговора. Да? Мы теперь будем в своей экспозиции показывать и рассказывать о неизвестном, но теперь уже известном городе Казимире. Мы будем рассказывать своим посетителям историю острова Шатилинского. То, что мы знали ранее, это, конечно, замечательно, но жизнь не стоит на месте, жизнь продолжается, и с каждым годом у нас в музее появляются новые находки археологические. У нас в экспозиции представлен Казимир 6, 7, 8, будет 9. Также и шатилки представлены. 2007 года, 8 и 9 года представлены находки. Ну, конечно, Сергей Евгеньевич сделал огромную работу. Это все-таки очень большой интеллектуальный труд, я бы сказала, потому что это надо жить этим, правда, Сергей Евгеньевич? Это надо думать ночами, как и что. И благодаря, конечно, содействию наших городских властей, да, много у нас получается. Ну, я думаю, что вот такие лекции такого плана, которая сейчас у нас прошла, она у нас не будет единичной, да, вот, в Шатилинском музее. Мы будем продолжать наше сотрудничество с Сергеем Евгеньевичем. Ну вот приезжайте в октябре, Сергей Евгеньевич, будем исследовать Манкевича. Да, спасибо. Ну, вот я хочу сказать, что действительно мне так снится иногда земля в клеточку. Я собираюсь, ну, когда не будет этих самых раскопок, как обещал всем своим, говорится, вот, участникам привести свои эти книжки, оказывается, они на спросом пользуются. И как-то вот у меня, понимаете, ну, прошу прощения, осталась одна. Вот. Поэтому я решил этот экземпляр презентовать нашему ну, приведу в начале августа, все же будут в городе Калиновска. Спасибо большое. А почему? А вы почему написали что-нибудь? Ну, да, прошу прощения. Спасибо. Не спрацовывая. Не спрацовывая, значит вы сфотографируете. У вас все должно спрацовать там в вашей камере. Добрый, спасибо. Камерой? Ну, получится? Давайте еще раз поимитуем. Так, Сергей Евгеньевич, давайте мы на камеру.